Мы продолжаем наш рассказ об удивительном уголке нашей республики – Параськиных озерах, которые находятся в Ухтинском районе рядом с трассой Ухта-Сыктывкар в 60 километрах от Северной Жемчужины. Мы уже рассказывали об истории названия этих озер. Они носят имя женщины-охотника Парасковьи, сбежавшей сюда с мужем из Нившера во время коллективизации в 30 году. Сегодня мы узнаем, в чем уникальность Параськиных озер. Чтобы попасть на Рицу, не обязательно ехать в Абхазию. У нас есть своя Рица, и она находится здесь же, в Ухтинском районе. Так местные жители называют Голубое озеро. Смотрите, какое оно красивое и имеет изумрудный цвет. Вот здесь вода действительно имеет такой зеленый лазурный цвет, что связано с тем, что эти озера довольно глубокие, из-за того, что вот карстовые воронки образуются. Думаю, 20-30 метров имеют глубину. Нет воздействия болотных вод, поэтому вода вот очень чистая, прозрачная, и она вот окрашена в такой цвет. Из-за того, что на очень большую глубину проникает солнечный свет, до 6-7 метров, и спектр разлагается солнечный, и вот мы видим, что поглощается часть солнечного спектра, там желтые, красные лучи, они сразу поглощаются, а на большую глубину уходят синие и фиолетовые лучи. И вот отражение этих лучей мы и видим. Ну и еще, как я говорила, так как растворялись гипсы, то здесь в воде содержится большое количество сульфатов. И соединение сульфатов выдают тоже такую красивую бирюзовую и зеленую окраску в воде. Параськины озера под Ухтой – это карстовые провалы грунта, заполненные водой. Появились в результате растворения мягких горных пород и образования в них пустот. Подземная вода вымывает сульфатные отложения, в данном случае гипс, образуя воронки и провалы. Карстовых провалов в этих местах несколько, многие из них образовали озера. А вот этот провал почему-то сухой. Возможно, когда-то здесь тоже была вода. Карстовые провалы образуются до сих пор. И, как нам объяснили ученые, не все образуют озера. Многие так и остаются пустыми. Карстовые озера питаются либо дождевой и талой водой. В засушливый год такие озера высыхают. Либо подземными водами. Наполнение таких провалов напрямую зависит от близости подземных источников воды. Если подземная река протекает близко к провалу, то он вскоре может заполниться водой и образовать озеро. Интересно по химическому составу воды. Так как химический состав определяет биоту этих водоемов, то здесь и формируется своеобразная флора и фауна, которая приспособлена к жизни как раз в таких водоемах. Здесь, кроме этого, еще, так как бьют подземные ключи, то большое количество сероводорода накапливается. Поэтому, конечно, на глубине этих озер жизни как таковой нет. Только микроорганизмы могут жить там. Большая глубина и небольшие по площади размеры – это особенность карстовых озер. Самое большое здешнее озеро – Егор-Ты. Площадь всего 9 гектаров, зато его глубина доходит до 30 метров. Оно состоит как бы из 3 чаш. Вот если посмотреть, то здесь наблюдается перешеек между вот этими провалами. Вообще это провал. Как бы вот это карстовое озеро, это 3 карстовых провала, которые между собой соединяются перешейком. И если, значит, здесь поплавать по озеру, то, конечно, вы даже увидите большие деревья, которые, по сути дела, находятся там на глубине, и видны их только верхушки. То есть вот насколько вот эти озера глубокие. С одной стороны озеро обрамляет пологий берег, а с другой – высокий и обрывистый. Он постепенно рушится. Огромные деревья проваливаются на дно озера. Их верхушки можно увидеть под водой. На берегу озер встречаются занесенные в Красную книгу растения – венерин башмачок, сон трава. А в воде редкие водоросли, например, хара обыкновенная. Вдоль берегов на небольших глубинах. Это растение напоминает морские кораллы. Для нас это тоже редкий вид, и он занесен в Красную книгу Республики Коми. Вот он любит очень кальций, и поэтому здесь до глубины 6 метров вот они такие очень декоративные, ощущение такого соснового леса, который погружен под воду.
Хоть и называют эти озера Параськиными, но у каждого есть еще свои собственные названия. Мы уже упоминали Арицы и Егорты. А вот это озеро называют Бабочкой или озером Кауфмана. В 30-е годы здесь располагался лазарет Ухтлага. Озеро назвали по имени лагерного врача. Озеро Кауфмана по форме напоминает бабочку, но чтобы это увидеть, надо смотреть на озеро сверху. Все думали, когда здесь нефтепровод прокладывали, вот, ну как так, мол, озеро Кауфмана, вот эта бабочка, которая, уровень воды постоянный, рыба в нем есть, чистая, даже пить ее можно без запаха. Значит, где-то она протекает, значит, она проточное, это озеро, потому что если бы оно не было проточным, оно затухло бы, заросло. Они кинули краску, у них специально какая-то была. Для экспедиции, для этих, когда вот они изучали, где им прокладывать нефтепровод первый, вот, «Сияние севера», кинули краску, и эта краска всплыла в реке Тобысь, сейчас я скажу, отсюда, от этого места, метров 300. Значит, это говорит о чем? Что вода с котлована, с озера Кауфмана, бабочки, идет подземным путем к реке Тобысь. Нет двух одинаковых озер ни по форме, ни по составу воды. И действительно, вода во всех озерах отличается. Если в Рице, Кауфмане, Егорты и в Большом Параськином озере она разных голубых и зеленоватых оттенков, то в некоторых озерах вода чайного цвета. Но вода везде прозрачная и чистая. У меня даже есть такая фотография, человек в лодке сидит. Тишь такая была, вот знаешь, ни ряби, ничего. Все как вот застыло, как кадр. И я сфотографировала, человек, комячки лодка такая, 6-метровая, вот на Параськином озере, сидит, и вот переворачиваешь, что так. Не поймешь, где вверх, где низ. Просто масса таких провалов, масса. И здесь такая вот аура, отдыхать хорошо. Вода, она всегда успокаивает, забирает плохую энергетику. И вот когда ходишь здесь, гуляешь, белый мох, вот этот воздух фитонцидами сосны наполненный, это просто красота. Еще в 1989 году постановлением Совета министров Коми СССР в районе впадения реки Ухтарка в реку Тобысь был образован водный памятник Параськины озера. О том, что эти места охраняемые, знает каждый здесь отдыхающий. Об этом напоминают аншлаги, призывающие людей бережно относиться к природе. Параськины озера – это прекрасный уголок природы, где все присутствует. Но, к сожалению, вот у нас взято только под охрану 3 озера, но это я считаю, что недостаточно. Почему? Потому что эти места, они годятся под охрану как комплексный заказник. Почему? Потому что здесь вот более 20 озер карстовых. Они очень уникальные и красивые, эти озера. Здесь ландшафт. Вы видите, какой. Вот эти карста, он, по сути дела, это геологический памятник природы. Вы посмотрите, какие здесь бары-беломошники. Здесь очень много растений, которые занесены в Красную книгу. Здесь есть животные, которые занесены в Красную книгу. А еще эти озера – излюбленное место отдыха здешних жителей. Кому как не им беречь и заботиться о сохранности Параськиных озер и его окрестностей в первозданном виде.